Таджикистану выделят помощь на безопасность. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, из-за какой угрозы так активизировалась наша страна в защите своей безопасности. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого интересного. В подтверждение нашего крепкого партнерства США обязались выделить Таджикистану более 60 миллионов долларов США на оказание помощи сектору безопасности, которая будет реализована и предоставлена в течение следующих 2 лет. Об этом заявила замглавы дипломатической миссии США в Душанбе Бриджит Уокер на церемонии передачи очередной партии помощи Министерству обороны Республики Таджикистан. Посольство США 5 мая передало Минобороны Республики Таджикистан 8 грузовых машин, шин и запчастей для них для использования в области укрепления границ, сообщается на сайте дипломатического представительства Республики Таджикистан. Отмечается, что эта помощь на сумму 2,3 миллиона долларов позволит улучшить мобильность Министерства обороны в условиях сложного ландшафта Таджикистана. Это новое пожертвование транспортных средств и запасных частей обеспечит Министерству обороны возможность поддерживать это оборудование в рабочем состоянии в течение многих лет, пишет посольство. В октябре 2021 года посольство США передало 20 джипов J8 на сумму почти $1,5 миллиона долларов США. Выступая на церемонии, заместитель главы миссии США в Республике Таджикистан госпожа Уокер отметила, что эти автомобили окажут существенную помощь в сдерживании таких транснациональных угроз, как наркоторговцы, контрабандисты и воинствующие экстремисты. Это пожертвование является лишь одним из примеров помощи, которую мы оказываем вооруженным силам Таджикистана, и демонстрирует нашу приверженность повышению способности Таджикистана защищаться от вооруженных боевиков и искоренять поток незаконных наркотиков, сообщила американский дипломат. С 1992 года правительство США предоставило Таджикистану помощь в сфере безопасности на сумму более 330 миллионов долларов. Эта помощь включает в себя обучение, оборудование и инфраструктуру, отмечается в сообщении диппредставительства. В рамках этой помощи США предоставили таджикским вооруженным силам 400 автомобилей на сумму более 13 миллионов долларов. США также обучили более 10 тысяч солдат и сотрудников правоохранительных органов эффективной тактике реагирования на террористические угрозы, борьбе с наркотрафиком и проведению специальных операций. А как вы относитесь к такой помощи? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А не так давно произошло резонансное событие, которое напугало даже таджиков. Пограничники Узбекистана 5 мая применили оружие в отношении 3 граждан Кыргызстана. Инцидент произошел в местности Добо-Каргон Ала-Букинского района Жалал-Абадской области. Получившие огнестрельное ранение кыргызстанцы 48, 24 и 22 лет были доставлены в больницу Ала-Букинского района, где, не приходя в сознание, скончались. Отмечается, что для выяснения обстоятельств инцидента пограничный представитель Кыргызстана по Ала-Букинскому направлению провел встречу с пограничными представителями Узбекистана по Янги-Курганскому направлению. Между тем, в официальном заявлении пограничных войск службы госбезопасности Узбекистана, опубликованном в телеграм-канале, говорится, что погибшие на границе кыргызстанцы были контрабандистами и оказали узбекским военнослужащим сопротивление. По сообщению узбекских пограничников, 5 мая группа неизвестных попыталась вывести из Узбекистана в Кыргызстан большое количество товаров. Узбекская сторона приняла меры по их задержанию, но столкнулась с сопротивлением. При задержании группа нарушителей государственной границы оказала сопротивление военным пограничных войск, применив силу, нанеся телесные повреждения и предприняв попытку завладеть оружием, говорится в заявлении. Узбекские военнослужащие были вынуждены применить оружие в установленном законом порядке. В результате 3 человека были ранены, подхвачены остальными членами группы и увезены на территорию Кыргызстана. По данным, погибшие были членами одной семьи, отец и сыновья. В настоящее время ситуация на границе стабильная, сообщили пограничники. Но таких инцидентов не было очень давно, и они напугали даже соседние страны. Это обсуждалось даже в Республике Таджикистан. Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.